Тулан, как всегда, куда-то ушел. Печка, смотрите, как дымит. А я уже на лыжах все. Леску сходим. Немножко снегу брать. Блин, я не знаю, почему Тулан не ночует в будке. Что-то ему не понравилось. Буран здесь. Хорошо. Надеюсь, по целине тоже нормально ходить. Посмотрим, держит, нет там снег. Вот это как выглядит. И штиль полный. Тишина. Капец. До сих пор идет в комментариях у меня война с подписчиками некоторыми, которым я говорю, что у нас в тайге практически ничего нету. Я имею в виду боровой птицы, там, зверей. Ну, этот год такой у нас, такая зима была. И мышей нету. Раз вы такие умные, давайте напишите, почему нету у нас мышей. Куда все ушли, пропали. Охотники всех поймали или что? Просто интересно узнать. Доказывая, что вот именно доказывая, что всех птиц перебили охотники, всех рыб переловили. А куда мыши-то делись? Мышей нету. Мышей тут просто не сосчитать, сколько было. Вот так. Жду комментарии, ответы. Почему исчезли пескари из реки? Кто на это может ответить? Пескарей точно рыбаки не ловили. Красота, ребят. Не знаю, где Тулан, блин. Опять, наверное, один придется одному по тайге ходить. Тулан впереди меня идет. Ребят, вон он, чага. Который раз я здесь прохожу, не видел. Пешню не взял. Ну, просто мне чуть-чуть не достать. Он недалеко. Буквально вот здесь я проверил. Ну, не проверил, а уже закрыл один первый капкан. Дороги недалеко. Так что вот можно сюда еще прийти и отбить вот эти чаги. Ну, чуть-чуть не достаю. Чуть-чуть вот. Если постараться. Давайте оставим на следующий раз. И если что, лучше, чем отсюда таскать весь путь, я лучше сюда быстренько приду и возьмем. Да, и вон еще вторая береза. Да, ребята, вот первая, и сразу же вон тут вторая береза. Так что я сюда отдельно как-нибудь. Может, завтра приду. Вон он, еще чага. Вот так вот. Ну, здесь я поднимусь. И вот тут этот участок надо проверить. Но мне надо сперва сходить капкан проверить. Потом уже вот следы. Лиса прошла. Капканы проверить. И уже после того, как поставлю жерлицы, можно думать уже о сборе чаги. И пешню возьму с собой. Вот здесь зигзагом пройду. Небольшой участок. Небольшой. Где-то 300 метров на 300 примерно. Вот такие дела. Он рядом. Недалеко. Да, проверю. Угу. Не будем оставлять здесь. Снег держит хорошо. В принципе, ходить даже на узких лыжах не тяжело. Вот видите, вроде собрал чагу. Уже сколько раз прошел. А ты все время еще находишь. Тут следы. Вон Тулан. Идет. Здесь у меня второй капкан уже.
Так, ну, где-то тут должен быть. Тула, лок. Давай, давай, лок. Тяжеловато ходит. Пока нелегко собаке. Да, тут тоже пусто. Вторые капканы все пустые. Да, никого нету. А? Тяжело? Да, тяжело. Чего не поделаешь, Тула? Закрывать капканы хорошо. Это открывать надо приваду, все это дело делать. Закрывать это вообще великолепно. Так, тут уже все закрыто. Блин, снегом все. Короче, сама закрылась. Приваду только убрать надо. Все. Второй капкан. Закрываем и дальше вперед. Вот так. Из одного к другому капкану. Один участок я еще соберу там. На капкана 3 или 4. Я заброшу этот участок. В прошлом видео я об этом рассказывал вам. Там, в общем, на лыжах ходить, конечно, хорошо, на сырое место и ни хрена там не ловится. Который год уже. Раз, второй сезон там поохотился. Если ничего нету, лучше сразу менять место. Как и место рыбалки. То же самое. Присматриваю чагу. Здесь, наверное, вряд ли найду. Тут уже я очень-очень много ходил, искал. Вот там, на другом берегу, наверное, я не проходил еще. Вот именно вот тут, на том участке. Там еще надо. В общем, здесь у меня где-то примерно часа 3 уйдет на проверку вот этих мест. Точно, я там еще пройдусь. Так, вот первая какая-то. Что-то похожее. Вроде чага. Надо проверить. Издалека увидел. Думаю, подойти, не подойти, потом решил. Вроде что-то есть. Да, чага. Между прочим, хорошая. Даже слишком очень хорошая. Вот это да. Маленький такой, но добротный. Мешок новый. Все. Потихоньку, помаленьку. Что соберем наше? Нет, так нет. Вот. Прям хорошие куски. Еще один. Да. Все. Весь контакт. Так, это 4-й капкан. Тут тоже пусто. Очень много следов. Как сказать? Вот. Прям Майдан такой. Вот видите? О, бля. Это леса. В прошлый раз я вам снимал свежие следы. Он прицеливался к капкану, к приваде. Ну, все так он съел. Все вот. Я имею в виду приваду. Вот так. Ладно. Идем дальше, пока пустые. Вот очередная чага. Это, ребят, 3-е дерево уже с чагой. 2-е дерево я не снимал там. Ну, с кулачок не такой крупный был. Взял. Ну и тут это будем забирать. Видите? Ходи, не ходи. Все равно. Фу. Чага есть, она и будет. Тулан недалеко от меня. Я не заставляю его куда-либо идти. Пускай рядом ходит. Никакого толка нету, скажем, ходить далеко. Если будет след любой, свежий, он пойдет. Заставлять не стану.
орать, кричать там. Нет. Ну, нормально чадо. Вот. Ну, до этого сейчас покажу вам. Вот. Из второго дерева я отбил. Да, Талан? Проверяешь? Проверяешь. Это для тебя несъедобное. Капканы собираю здесь. Такой вот нехороший участок. Сырой. Все, прекращаю здесь охотиться. В другие места пойдем. Да? Тут зверей нету. Пушнины. Ну вот. Ну вот, небольшой перекур. 5 минут. Здесь участок прошел. Короче, оказалось там 3 капкана. Забрал все. 2 капкана вот тут оставлю. Здесь оставлю, повесил. Но где-нибудь чуть-чуть в стороне, может, в будущем году буду ставить. И 1 капкан возьму с собой. Даже домой увезу. Домой увезу. Или в избушку оставлю. Потому что от дома, возможно, где-то еще, может, в следующем году. И со второй избы еще привезу капканы там лишние, которые в амбаре лежат там. Хотя бы с десяток. И уже куда-нибудь поближе ставить, чтобы от села ходить, проверять. Потому что на вторую избу, как видите, я уже совсем перестал зимой ездить. Почти. Ну, не получается, что поделаешь. Не думайте, что у меня свободное время, там вагон или еще что-то. Нет. Есть причины, по которым я не езжу. Не езжу из-за нехватка времени. И бывает из-за болезней там всяких разных. Там, только планируешь куда-то поехать, и вот тебе. Сейчас вот тоже думал съездить, и все планы поменялись. Пока тут ходим походы. Надеюсь, до открытия реки там еще побудем, там хочется побыть еще, конечно. Переночевать, по снегу сходить. Но это уже как получится. Вот. Ну, половину пути я прошел, пока все пусто. В 2 капканах лиса приваду дернул, там прям на месте съел, не боится, блин, капкана. И, как сказать, здесь следы еще, наверное, заяц, может 2 зайца тут ходит в этой тайге. Смотрите, какой густой лес. Вот, видите? Настоящий лес, тайга. Но оказывается, это в Коми республика, это лес называется. Как-то удивительно странно. Такая же тайга ничем отличается. Все хвойные деревья. Просто не могу понять. В Сибири тайга, в Коми это лес. Кто это придумал? Лес это, я считаю, лесом это когда пойдешь в лес, и там действительно 1, 2, 3 дерева и лиственные вот эти, как сказать, береза, там осина, вот это лес. А здесь, блин, непроходимо. Настоящая еловая тайга. Да. Ну, пускай так будет. Ну, мне как-то привычнее озвучивать это лес тайгой. Потому что я хожу по тайге. Так было и будет. Вот. Ну, каждым годом все больше и больше узнаю. И удивляюсь, честное слово. Вот мои следы. Ладно, надо идти. Дела очень много еще. Просто дофига. Тут он остановился. Вон ветчага. Блин. Прям моя тропа вот здесь проходит. Вот там следующий капкан. Отсюда, наверное, уже где-то должен видно быть. Наверное, чуть левее. Вот прям вот тут и хожу. Прям зачесы где-то вот тут. Под снегом они. Вот. И самое главное, вот, пожалуйста, пройдешь раз, второй, 10 и не замечаешь, она есть. Вот.
Рабочая агенция, блин. О, видели? Есть контакт. Ну и еще второй. Снег пошел. Ох. Сейчас пухляк выпал, блин, как назло. Опа. Все чисто. Вот, пожалуйста. Все забрал. Буду чистить. Предварительно здесь почищу, потом дома еще почищу. Это чага, это не пойму. Что-то черное. А, чага, ребят. Вон он. Долгожданчик. Неплохой. Параллельно дороге иду. Нормально уже прошел. Тулан тоже идет. Вон там дорога. А он по моему следу идет. Ладно, будем забирать. Здесь хорошая чага. Просто уже здесь, наверное, или брали, или сам по себе упал. Новая уже образовалась. Пыхтишь, а? Не оставил меня. Молодец. Тяжковато тебя. Понимаю тебя прекрасно. О, с трухой. Так, ладно, сейчас я буду рубить, потом уже буду чистить. Не очень такой хороший, наверное. Но надо проверить. Он что-то быстро отходит, еле-еле висит. Вот. Вот трохи сколько. Ну, вот считай, нормально так. 3 штуки уже. Там вообще пусто, сколько шел. Ну вот. Видите. Кто ищет, тот находит. Вот здесь непонятно уже. Там мягкая какая-то. Все, вот такая куча. Здесь видите. Где-то 1,5 килограмма. Сейчас дальше тут пойду. И уже где-то на дорогу выйдем. Вот тут следов много. Зайцы. Наверное, 1 или 2. Ну, все, больше нету их. Буквально вот за этот путь, что я прошел, первый такой более-менее заячьи следы. Где тропили. Ну, на одного зайца 2 лисы. Считай. Рано или поздно их просто съедят. Догонят. Так, дальше, наверное, не пойду. Буду выходить. Все, шабаш. Там, смотрите, гуща леса. Ну и чаги. Вот одно дерево только нашел. Тут делать больше ничего, ребят. Где лучше? Где лучше выходить? Опачки. Опачки. Тут подсад там, блин. Только подсада. Ой. Так, тулан у меня, наверное, по буранице уже ушел. Да. А вон он. Ждет.
Бронится, блядь, как асфальт. Смотрите, сколько рыбаков, охотников. Каждый день. Туда-сюда. Вот так. Тула! Можно еще там. Но там пешком я ходил уже. Когда снега не было. Ладно. Пойдем помаленьку. Вот наш спуск. Прошлый раз тут жерлицы ставил. Я смотрю, кто-то ставил. Нет, вроде свежих поставушек не вижу. Так что сегодня сюда еще приедем. Пару штук сюда тоже поставим. Может, еще выше поднимусь. Понятно. Это хорошо. Как бы, если у кого-то стояли бы, я бы сюда не приехал. Нагулялся сегодня, набродил он, конечно, тоже нормально. Сейчас рыбак поехал домой и уже едет. Немножко поговорили, как бы меня узнал. И редко говорит, но смотрю, мои фильмы смотрит человек. Ездил на рыбалку, из Сыктывкара один приезжал. Ездил на Таежную речку порыбачить. И говорит, удивляюсь, вообще рыба не ловится. Если поймаю, что совсем мелкие, все надо отпускать. Вот. Так что и дичь, там следы, росомахи, там вроде несколько глухарей видел. И все, больше ничего. Он очень далеко ездил. Не только птицы нету, но и хариуса тоже каждым годом все меньше и меньше. И скоро вообще, наверное, ничего не будет ловиться. Да, азартные рыбаки, конечно, из Сыктывкара приезжают, потом на снегоходе еще такую даль. А мне этот хариус уже давно, как бы, я разочарован от этой рыбалки на хариуса. Я лучше здесь. Если найду яйцо, порыбачу там, яйцо и жерлицы поставим. Вот так. Тулан как бешеный тоже начал снегоходчика лаять там. Чуть под снегоход не попал. Вот дурной. Но это ему урок будет. Как бы хорошо успел человек затормозить. Он бы точно попал. Безбашенный какой-то. Начал лаять. Один-второй раз. Жизнь научит. Или под колесо попадет. Или же еще. Хорошо, что реакция у него как бы успел, чуть-чуть успел. Он просто вперед бурана прыгнул, и он запутался в снегу. Вон он, бездельник. В снегу запутался, и он как-то упал. Вот сюда он, здесь, до сюда он бежал, потом сюда прыгнул. Спрятался. Нет, в таких моментах я собаку жалеть не стану. Вон туда. Вон. Пусть облаивает, но в стороне пускай стоит. Вот так же вот и под колесо, скажем. Машина будет ехать, и он как дурной начнет там нападать, там лаять. И под колесо попадет. Нет. Мне в таких ситуациях мне собаку не жалко. Такая судьба, если попадет под колесо или еще. А его сейчас вот это взял он урок. Блин, сколько аварий на дорогах из-за собак. Потому что они как бешеные начнут там бежать за машиной и под машину попадают. А человек бывает, чтобы не задавить собаку, поворачивает налево или направо и аварию создает. Вот так, Тулан. Чуть не задавили сегодня тебя. Тула, пошли. Вот. Пришли-то есть.
Ладно. Все хорошо. Все отлично. Все, я на избе. Тут, смотрите, все тает. Так что у нас немножко уже плюсовая температура. Здесь, смотрите, вот этот рюкзак, который вот фанеру я подложил. Ребят, все хорошо, работает. Намного удобнее, потому что чага, она все время торчит, выпирает, и спине не очень хорошо, не очень удобно. Постоянно вот так прям втыкается. А сейчас все ровно. Так что нормально. Мне понравилось. Пока так оставим. Еще полный мешок загрузим. Там, как сказать, с полным мешком, как себя поведет. И уже, если все понравится, то уже буду все крепить. Сейчас, короче, будем готовить, что-нибудь покушать. И как покушаем. Немножко заготовил, ну, полусырые, скажем, гнилые вот эти, под дождем, которые дрова были. Большими кусками буду добавлять в печку. Пилю чемпионом, как видите, пилит. Конечно, обороты не как у штиля, но своей работой, задачей справляется и неплохо. Пила легкая, хорошая, в принципе. Подписчик просто спрашивал насчет чемпиона. Уже 3-й год, как я работаю этой пилой. Пока все хорошо. Тулан лежит. Ну, вот, на четверинке буду колоть. Ну, сейчас уже зайду в избушку, буду немножко, вон, смотрите, весь сырой. Надо чуть-чуть подсохнуть. Одежда, чтобы подсохла. И готовить вкусняшки. Вот так все.